Хакасская медицина начинает год с масштабного обновления автопарка. Сегодня современные машины скорой помощи получили абсолютно все города и районы. В общей сложности по территориям разъехались 23 новых неотложки. Это самая крупная партия автомобилей с надписью 03 на борту, которые поступали в республику за последние годы, рассказывает Виктор Лушников. 60 миллионов рублей из федерального бюджета. Столько стоят 23 автомобиля. Все они отечественные. Микроавтобусы «Соболь», «Некст» и незаменимые для проселочных дорог УАЗы «Таблетки». По словам водителей, такая техника очень нужна, ведь на вызовы приходится ездить в таежные поселки. Полыкса у нас самый удаленный 150 километров. Там обычно зимой снег бывает, а летом дожди и грязь. Но вот эти машины как раз подойдут, можно ездить, не бояться. Последний раз в Аскизскую больницу кареты скорой помощи поступали 12 лет назад. Сейчас медучреждение получило 2 новых авто. Фургоны лучше оснащены, в салоне теперь есть дополнительные носилки. У фельдшерской бригады есть все необходимое: портативный кардиограф, дыхательный аппарат, в комплекте даже акушерский набор на случай экстренных родов. Скорой помощи в районах наматывают сотни километров каждый день. Например, в Таштыбской больнице на ходу осталось всего 2 автомобиля. Новый УАЗ повысит мобильность станции сразу на треть. Самая отдаленная Кубайка. 85 километров. Да, почти 90 километров. И Матур, Верхташтыб. Ну, за сутки 20 с лишним вызовов. Прям каждый день такой? Да, каждый день. Загружено сильно. Ну, особенно такие после праздников. Эти машины были закуплены для регионов по поручению президента. Важно, что все скорые адаптированы к работе в сибирских условиях. В них есть дополнительные печки для обогрева салона. Маршруты всех новых автомобилей можно будет отследить из диспетчерской. Каждый медицинский фургон оборудован системой спутниковой навигации и маяком ГЛОНАСС. Виктор Лушников, Мария Добрынина, Антон Новожилов.